На презентацию знакомства с книгой наряду с коллегами по перу и близкими пришли почитатели творчества автора, те, кому не безразлична деятельность Михаила Андреевича во благо возрождения духовных ценностей нашего края. Создание музея, восстановление храмов и церквей, проведение Дней славянской письменности и культуры и ежегодный международный Аксаковский праздник. Это все проводил Аксаковский фонд, председателем которого является Михаил Чванов. Не случайно Аксаковы родились здесь, на стыке Европы и Азии. Не случайно они в себе соединили славянскую и тюркскую кровь. Но более того, что сыновья его, Иван и Константин, они соединили с собой православие и ислам. Мало кто знает, что мать их, полутурчанка, прямой потомок пророка Магомета. И получается, вот вырастившуюся национальную идею России, Аксакова, Иван и Константин, по крови, прямые потомки Магомета. Это совершенно не случайно. Поэтому мы здесь, вот, на стыке Европы и Азии, должны показать миру пример, как можно жить в дружбе, согласии. Новая книга Михаила Чванова «Мой крест» издана в Москве. В сборник вошли и ранее издававшиеся, уже полюбившиеся читателям произведения, и новые. Книга продается по всей стране в системе магазинов «Мастер-книга». Вот, но Уфе, к сожалению, вот только и можно приобрести здесь, в Мемориальном доме музея Аксакова. Допустим, та же судьба Альбанова – это личность совершенно героическая, потрясающая, известная во всем мире. Вот его записки вот недавно были изданы как бестселлер в Соединенных Штатах. А у нас в Уфе такое совершенно отношение прохладное. Конечно, бы хотелось, чтобы уфимцы о нем узнали, но, увы, вот в Соединенных Штатах вот только что изданы его записки, изданы они во Франции. Я узнал об этом факте совершенно случайно, почти 30 лет назад. И практически всю свою жизнь собирал по крупицам вот эту судьбу. Время от времени оставляя ее, вот, но потом снова возвращался. Вот. И сейчас разгадку вот этой тайны, трагедии, этого судна, его судьбы нужно искать вот в Германии, нужно туда ехать, но просто не... А в Уфе никого не осталось, которые бы как бы были связаны с ним? Есть какие-то? Когда я начинал этот поиск, были такие люди. Но время неумолимо то поколение уносило, и теперь уже, к сожалению, только можно находить где-то, может быть, в архивах, и то маловероятно. Михаил Андреевич, вы сказали скромненько, талантливые люди, сидя у себя в кабинетах, пишут свои шедевры, а я своими ногами пишу. Ну, своими ногами. Я надеюсь, что в будущем году на парусники снова пойду из Крыма через проливы Босфор и Дарданеллы в Галиполи, куда в 2020 году ушел русский корпус барона Врангеля, остатки русской армии, чтобы поставить там покаянный крест.